Сегодня у нас в студии в гостях Данияр Мамыров, эксперт в области исламских финансов, с которым мы обсудим, чем отличаются исламские финансы от обычных, традиционных, и какие реформы производятся в области финансового сектора. Здравствуйте, добрый день. Меня зовут Мамыров Данияр. Я являюсь банковским экспертом, финансовым экспертом в области исламского банкинга и финансов. Имею опыт более 10-15 лет в этой области. И в данный момент являюсь сертифицированным специалистом в области исламских финансов. Куала-Лумпур, Малайзия, то есть сертифицированным специалистом в области исламских финансов, Института сертифицированных специалистов по исламским финансам Малайзии. Имею практический опыт работы в индустрии исламских финансов в Кыргызстане. Вообще расскажите, что такое исламские финансы и чем исламский банкинг отличается от традиционного? Дело в том, что в исламском банкинге практика исламского банкинга, так же как и торговая деятельность, она запрещает взимание ростовщичества или процента. Это запрещено согласно правилам данной индустрии. И это альтернативный способ финансирования и осуществления сделок для клиентов, для населения, который позволяет, избегая ростовщические инструменты, проценты, используя модели распределения убытков и прибыли, и модели торговые модели, такие как Мурабаха, далее я об этом объясню, и лизинговые операции проводит. При этом он использует ключевые процентные ставки, которые приняты в стране. То есть это не запрещается, использовать бенчмарки, ключевые процентные ставки при ценообразовании данных продуктов. То есть это, можно сказать, альтернативная система, которая позволяет получать те же услуги для населения, но с определенными ограничениями, требованиями, которые необходимо соблюдать и которые необходимо контролировать самому финансовому институту. Исламский банкинг в Кыргызстане, как он развивается, в Кыргызстане он с периода начал развиваться с 2005 года, с момента принятия, открытия нового исламского банкинга, проекта Eco-Islamic Bank. Тогда он был просто как пилотный проект. Затем сейчас уже индустрия выросла до тех размеров, когда уже традиционные банки стремятся открыть уже окна. Наше законодательство это позволяет делать. Больше сейчас банки хотят работать в режиме исламских окон. То есть это очень хорошая модель, которая позволяет попробовать этот рынок, предоставлять эти услуги для населения, при этом не рискуя большими инвестициями, капиталом банка, и при этом сохраняя распределение или разделение капитала банка на исламские и неисламские. По-моему, 2024 год он достиг размера 2-3%, потом достиг недавно 5%. То есть планы огромные, активы растут этой индустрии. И как показало, что огромное, раньше, если было только упор на потребительское финансирование по исламским принципам, в данный момент уже появляются более уже сложные продукты, ипотечные продукты уже начали появляться на рынке исламские. А в исламском банкинге идет больше используются юридические контракты, которые позволяют купить сначала на имя банка этот товар, а потом перепродать с наценкой уже конечному клиенту. А также есть модели распределения прибыли, участия в бизнесе, распределения прибыли и убытков. Модели лизинга, в лизинге тоже активы покупаются банком, сажаются там на имя заемщика, и
после уже как бы истечения срока, после выплаты долга, актив передается уже конечному заемщику. Поэтому здесь в исламском банкинге транзакция она более сложная, и ей необходимо осуществлять 2 операции, как минимум, да, чтобы это покупка на баланс банка и перепродажа ее заемщику конечному. Это требует дополнительных налоговых затрат, как вы понимаете, и затрат на оформление, в том числе залога, выезда клиента, да, если в традиционке просто деньги переводятся на счет, да, заемщика, здесь более сложная операция. И это требует больше затрат, предоставления отчетов, да, электронных счет-фактур. Об этом тоже как бы я хотел вот осветить в данном подкасте. Подкаст это позволяет регуляторам, государственным органам услышать, да, проблемы индустрии, проблемы простых граждан. Поэтому и проблемы самого как бы участника рынка. Получается, что вот эти расходы, они ложатся все в итоге на конечного покупателя, на клиента, да. И в связи с этим продукты исламского банкинга в настоящем момент в Кыргызстане, они чуть-чуть немножко дороже уходят для заемщика. Данную как бы разницу в ценообразовании или в стоимости продукта можно избежать, если бы у нас государственные органы и налоговые органы предусмотрели более облегченный порядок предоставления электронных счет-фактур уже конечному покупателю, заемщику банка. В мировой практике это давно уже принято, там у них цифровизация как бы уже на сильном развитии, да, давно прошла как бы цифровизация. Они предоставляют заемщикам уже конечный покупатель получает, да, электронный счет фактуры, и они оплачивают, да, то есть предоставляют банки, да, то есть не банки предоставляют, а продавцы товаров, да. При этом пишется, что это идет в рамках исламских транзакций или мурабахи, да, продукта мурабаха, там договора такого-то с заемщиком. И это позволяет избежать, да, вот этих всех волокит, налоговых, предоставления налоговых отчетов излишних, да. Нужно вот как бы разобрать, что происходит при досрочном погашении, да. В Кыргызстане сейчас как раз обсуждение идет НПА в области исламского финанса, банкинга, который предлагает поправки при досрочных погашениях. При досрочном погашении они, получается, общемировая практика такая, что и в том числе в Малайзии при досрочном погашении предоставляется на усмотрение банка скидка на тот период, который на наценку. По исламскому банку наценка, да, вместо процента, на тот период, который на период до окончания договора, да, контракта самого договора, процентные. Дело в том, что особенность исламских финансов или операция Мурабаха, как одно из основных продуктов финансирования исламских банков, она построена так, что наценка фиксирована на весь период. И сумма, и договор, все условия контракта фиксированы. И в начале периода, когда было более такое жесткое регулирование в мире, и такие страны там, ортодоксальные, как Саудовская Аравия, там, они полностью обязывали заемщиков выплачивать эту сумму наценки. Да? А что происходит при просрочках? Это тоже другой момент. При просрочках заемщикам наоборот начисляются в отношении заемщиков штрафы и пени, правильно? И неустойки. Вот надо разделить эти две вещи, что неустойка – это то, что финансовый институт взимает за упущенную выгоду, неприобретенную прибыль, да, которую он обязан был получить. И тут дело вступает тоже это бухгалтерия, международный стандарт финансовой отчетности. Есть такая организация, да, которая устанавливает международные финансовые стандарты. По МСО там предоставляются как бы эти скидки, то есть не скидки, а штрафы пени взимаются, учитывая то, что оценка идет по амортизационной стоимости. Да?
То есть в оценку ложится то, что уже принимается то, что данный заем или финансирование, оно уже зафиксировало на оценку, свою прибыль, да, и клиент, то есть и штрафы, и пени, они должны взиматься, да, за просрочку, да. Но размер этих просрочек, да, дело в том, что до этого периода в Кыргызстане мы общемировую практику еще не внедрили себе, и не было вот этих вот штрафов, не ограничивали размеры суммы этих штрафов и пений. Иногда некоторых коммерческих банков Кыргызстана, они доходили до огромных размеров. Это даже сумасшедшие деньги, там, клиент мог полностью, там, сумма штрафов могла там даже вырастать до размера самого финансирования, да, суммы финансирования. И из-за того, что это не было регулирования, финансовые институты Кыргызстана там всячески злоупотребляли этим, взимали больше того, чем нужно. Но в любом случае, эта сумма штрафов и пени, они должны направляться на благотворительность. А остальная компания 6% это уже та сумма, которая штрафов и пени, взимаемая уже как бы за упущенную выгоду, да, или за то, что клиент нарушил правила, да, просрочил задолженность, нарушил правила, обязательства свои не выполнил. И эта сумма, она либо может перечисляться банкам в благотворительность, только может перечисляться банкам в благотворительность и больше никуда, да. В связи с этим банки просто для того, чтобы не делать излишнюю административные какие-то расходы на это, на администрирование вот таких сумм, перечисления на благотворительность, они просто отказываются от этих сумм. В Малайзии там в основном банки практикуют только выплату взимания неустойки. Единственное то, что в исламском банкинге человек избегает вот этих вот, соответствует этическим моральным принципам ему, и избегание идет инвестирования этих средств в азартные игры, в алкогольную продукцию, да, индустрию развлечений, казино, да. Это как бы его моральные этические принципы этой индустрии. Каждый банк исламский, они не имеют права как бы инвестировать и вкладывать в акции таких компаний, кредитовать такие организации, да. То есть с точки зрения этики и морали, да, больше идет. Это можно назвать банкингом, этическим банкингом также. Поэтому в Великобритании его называют этическим банкингом. Как я понял, существует и исламский рынок ценных бумаг. Можете рассказать о нем, что он из себя представляет, и есть ли такие компании, такие ценные бумаги в Кыргызстане? Да, как и любые, как я сказал, это альтернативная система, какие существуют в традиционных финансах инструменты, также и существуют альтернативы в исламском банкинге. Альтернатива в исламских финансах, альтернатива рынку ценных бумаг есть облигации, соответствующие исламским принципам, они называются исламскими облигациями или сукук по-другому, да. Это сертификаты долевого участия, либо сертификаты, арендные сертификаты, да, могут быть выпускаться как в качестве, но при этом есть отличие этих ценных бумаг в том, что это не долговые ценные бумаги, которые выдают только сумму, получает человек сумму заема, да, и обязан выплатить в конце срока действия погашения данных облигаций сумму, да, которую он с рынка ценных бумаг привлекает с выплатой процентных купонных выплат, да. А в исламских финансах есть такое понятие, как использование актива обязательно. Да? Этот принцип ложится во всех продуктах исламских банков, то есть должен быть актив в основе. Исламским облигациям присуще то, что при выпуске исламской облигации используются арендные, да, например, актив. Любая корпорация, компания может использовать свое имущество, свой какой-то актив, либо это может быть имущество, помещение, которое находится в аренде, да, или там
приносит доход, поток денежный. В Кыргызстане ценные бумаги по исламским принципам, они позволят, на мой взгляд, вот как бы поднять внутреннего инвестора. Появится огромное количество внутренних частных инвесторов, потому что очень много у нас граждан, придерживающихся этих принципов, плюс и традиционные, как бы, клиенты традиционных банков могут использовать эти инструменты. Потому что эти инструменты, они инструменты рынка ценных бумаг исламского, они более позволяют, обширная есть линейка продуктов, позволяют и корпорациям, и строительным компаниям, и лизинговым организациям, и любым инвестиционным компаниям инвестироваться за счет выпуска ценных бумаг, исламских ценных бумаг. Их структурировать можно по-любому, да. Поэтому, в Кыргызстане, как я слышал, была одна сделка по размещению исламской ценных бумаг, она на основе распределения долей прибыли, на основе такого продукта, как Мударова был сукук. И я пока не знаю, это было просто частное размещение, пробное, да? Но нужно стремиться к тому, чтобы в Кыргызстане прошли первые, как бы, исламские операции по выпуску исламских ценных бумаг, которые будут осуществлены какой-то местной компанией, организацией, либо государственной компанией, либо финансовым институтом государственным, потому что это будет триггером, индикатором того, что Кыргызстан начал выпуск этих ценных бумаг, и это привлечет очень большое количество иностранных инвесторов, в том числе на наш рынок. Спасибо огромное. Хорошо, очень спасибо интересно вам. рассказали.